Заместитель губернатора Синьцзяня Эркин Турнияз выступил в защиту лагерей перевоспитания, в которых содержатся миллионы уйгуров. В своем выступлении на 41-й сессии ООН по правам человека, которая продлится до 12 июля, Турнияз сказал, что при помощи этих лагерей Коммунистическая партия Китая борется с идеями радикализма и религиозного экстремизма. Глава информационного центра Восточного Туркестана Абдуджалил Каракаш осудил слова Турнияза и призвал мировое сообщество не обольщаться политикой хитрых китайцев. Что же Турнияз скажет по поводу незаконно осужденных и тех, чьи органы были изъяты в так называемых образовательных центрах? Как можно называть это образованием, когда его жертвами становятся дети, а женщины подвергаются насилию? Нам необходимо быть бдительными к ухищрениям Китая, заявил Каракаш. В Восточном Туркестане продолжаются аресты деятелей искусства. По сообщениям радио «Свободная Азия», победитель конкурса талантов 2015 года Захиршах Аблимит, известный своими авторскими песнями, был задержан и заключен в лагерь номер 5 города Атуш. Причиной задержания стала поездка его родных в Турцию в 2016 году. Несмотря на дипломатические ноты и недовольство Китая, Япония позволила въезд в страну Рабие Кадир. Официальные источники Японии подтвердили данную информацию. На протяжении многих лет Китай оказывал давление на Японию для того, чтобы не допустить визита Рабии Кадир. В свою очередь, японские представители сообщили, что заявление на получение визы было подано 7 июня и подчеркнули, что для запрета на въезд нет никаких причин. Примечательно то, что визит Рабии Кадир состоится во время саммита «Двадцатки», который пройдет с 28 по 29 июня. Ранее китайские власти обращались к премьер-министру Японии с требованием запретить уйгурской активистке въезд в страну. Китайские власти заявили, что не допустят рассмотрения закона об экстрадиции на саммите «Двадцатки», который пройдет в Осаке. По сообщениям South China Morning Post, помощник министра иностранных дел Китая Чжан Цзюнь заявил, что Пекин приложит все усилия, чтобы вопрос о Гонконге не поднимался в ходе саммита. Министр торговли России Денис Мантуров сообщил, что страна готова к производству зенитно-ракетных комплексов С-500 нового поколения. Подготовка к серийному производству С-500 успешно завершена. Тестирование отдельных систем комплекса продолжается, заявил Мантуров. Особенности новых зенитно-ракетных комплексов держатся в секрете, но уже сейчас есть предположение, что С-500 будет намного эффективнее своего предшественника.